оказывает услуги гражданам. Таким образом, разделять понятие управляющей компании как внешнее управление, как самоуправление, это понятие тождественное. Поэтому здесь просто словосочетание управляющей компании нужно поставить о соблюдении прав граждан при оказании услуг жилищно-коммунального хозяйства. Все. Вот я полагаю вот таким емким. Почему? Потому что оно перекликается с первым пунктом о предоставлении жилья. Там жилищное законодательство, а здесь услуга жилищная. Елена Борисовна говорила о том, что сказала, что вообще в такой постановке этот вопрос рассматривать не надо. Да. Поэтому вот мне сейчас все-таки важно, потому что оно вытекает. либо мы вообще как бы снимаем, да, этот вопрос, либо, соответственно, берем какую-то совершенно... Информация, она сама по себе не является услугой, является обязанностью. С точки зрения закона она не платная, она бесплатная и обязательная. Да, она не услуга. Это требование закона. Вот. А услуга это нечто иное. Я предлагаю вот эту фразу вот так вот сжать, она будет более емкой. У нас должны наши вот власти местные сделать информационный портал, там еще что-то, то есть разработать, как в каком виде эта информация должна представляться. У нас поскольку времени никак что-то не дадут это стандарт. Нет, не то, что. Понятно, спасибо. Так, еще какие предложения? Но мнение остается пока все равно по информации, что действительно информации все-таки мало, и мы элементарно по квиточкам своим не знаем о том, за что платим. И вот когда в квиточках и этого добьемся, будет полностью все, за какие услуги мы обеспечиваем оплату, да, и, соответственно, мы можем спросить эту услугу. Только тогда. После того, как закончится заседание, мы с вами поговорим. Нет, вы знаете, когда закончится мы заседание, сейчас обсуждаем вопрос. Да, вы будете разговаривать, а мне, извините, надо определяться, что с этим вопросом делать. Я формулировку предложил, вот такую, более емкую. Еще раз. О соблюдении прав граждан в области оказания жилищно-коммунальных услуг. Все точно. Очень широкая, мы ее не исследуем. Сергей Ильич, вы можете себе представить, надо что сужать. Валерия Викторовна, я понимаю одну простую вещь, что если человек, условно говоря, видит где-то в плане заданий, или критик, ваш критик, личный, там, общественный, какой угодно, он называет это неким элементом кастрации. Мысль, понимаете, да? О том, что в принципе обратиться только за предоставлением информации, для этого есть десятки органов. От Роспотребнадзора, кончая там, как мы говорим, прокуратурой. Ну, или судом, в конце концов. Но тем не менее, там есть совокупность вещей, которые смахивают, мягко говоря, на мошенничество. И таких примеров, ну, если не сотни, то тысячи точно. Понятно. По всем домам, без исключений, я вас уверяю, уголовный кодекс отдыхает. Он туда даже не заглядывал. Поверьте мне на слово. В любом доме там есть чем заняться. В любом, без исключения. Спасибо. Так, еще? 1.1 соблюдение конституционных прав по отношению к жилья, да? Да, после судопроизводства. Не все же обращаются в суд, есть люди, которые не... Коллеги, вот я еще раз говорю, да, мы, конечно, большие любители строить мир во всем мире, да? Вот, во-первых, я хочу сказать, что мы же с вами не один год будем работать, да? Давайте мы начнем. Проблема жилья, она сегодня одна из самых больных, да? Давайте с чего-то начнем. И начнем с того, что вынесено судебное решение. Представляете, какой прецедент? Да, Судебное решение вынесено, а оно не исполняется, у нас очередь. Поэтому и вот о чем Павел Валентинович говорил, да, то есть вот, ну, вы знаете, приходят семьи, там, вот, многодетные, вот, вы знаете, у нас как бы есть, вот буквально там вчера у меня женщина пришла, ну, которая вообще там в аварийном доме живут, да, семья 5 человек, комната 11 квадратных метров, да, или там вот сегодня девочка-сирота, которая вообще одна в доме многоквартирном, живет, там все выехали, кто-то ей там эту квартиру продал и так далее. Вот очень много детей-сирот, которые как бы вот не защищены. Поэтому я и предлагаю, давайте мы с малого начнем, если здесь как бы отработать механизм, потом как по лыжне дальше можно ездить. Да, вопросов очень много. Я поэтому вот вам, знаете как, вот Людмила Васильевна у нас справедливо вопрос задала, вопросов много, да? У нас